Добрый день, это передача «Акцент». И сегодня у нас в гостях доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансово-экономического института СФУ Татьяна Станиславовна Ротарь. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Станиславовна Ротарь окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальностям статистика в 2003 году и бухгалтерский учет статистика в 2007 году. Кандидат экономических наук. Преподает в дисциплинах статистика, эконометрика для магистров, финансы общественного сектора, научно-общественная деятельность, заместитель председателя общественного совета при Сахастате, эксперт Общероссийского народного фронта, независимый эксперт конкурсной комиссии Ленского Ростехнадзора, независимый эксперт конкурсной комиссии Сахастата. Сейчас много разговоров идет о цифровой экономике, о развитии цифровой экономики в стране и в республике. Можете рассказать вкратце, в чем суть этого понятия? В 2017 году правительство Российской Федерации разработало, утвердило программу по переходу к цифровой экономике. Вообще формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности Российской Федерации. Это вопрос независимости России. Это ключевой момент в конкурентоспособности наших отечественных организаций. Согласно программе, к 2025 году 97% домашних хозяйств, то есть наших с вами семей, будут иметь широкоформатный интернет. Безусловно, ведь интернет, мобильная связь, гаджеты являются неотъемлемой частью нашей с вами жизни, как просто население, ну и большую роль играет как раз в развитии, в работе и организации. Также, согласно данной программе, будут созданы высокотехнологичные организации в нашей стране, будут разработаны цифровые платформы в различных отраслях экономики, промышленности, народного хозяйства, можно сказать так. Безусловно, плохой интернет – это как раз является и ключевой проблемой отдаленных уголков, населенных пунктов нашей с вами республики. Он негативно влияет на работу. В частности, страдает процедура проведения электронных аукционов для государственных закупок. То есть я на своем опыте сталкивалась с данной проблемой, как раз, которая в свою очередь тормозит положительные, хорошие решения, исход, скажем, торгов. Ну, также в связи как раз с данным переходом цифровой экономики образовательные учреждения, высшие учебные заведения будут вынуждены готовить специалистов в области цифровой экономики. В республике какие наиболее перспективные моменты можете выделить в развитии цифровой экономики? Какие у нас сильные стороны? Наша Республика Саха-Якутия имеет очень громадный потенциал в области массодобывающей промышленности, горнодобывающей промышленности. Как раз данные отрасли, как к примеру, как раз имеют необходимость сопровождения отличным интернетом, прекрасной сотовой связью, и как раз переход к цифровой экономике поможет отличному реализации поставленных целей. А высокие технологии можно будет у нас развить в республике, как вы считаете? Ну а почему нет? Мы в настоящее время имеем высококлассных выпускников вузов. Наш Северо-Восточный федеральный университет готовит отличных выпускников в области информационных технологий. Как раз они и будут являться основой, тем, скажем, мотиватором в области как раз данного перехода. Вот финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета в этом году празднует 25-летие. Как институт, можно сказать, переформатируется, на новые рельсы встает вот, касательно цифровой экономики? Безусловно, финансово-экономический институт сыграл и играет громадную роль в социально-экономическом развитии нашего с вами региона. За годы существования нашего института он дал путевку в жизнь, скажем так, очень многим выпускникам, которые в настоящее время занимают высокие должности в аппарате президента Республики Саха-Якутия. Также они работают в органах законодательной и исполнительной власти, занимают хорошие должности в промышленном производстве, банковском секторе, в области финансов, страхового дела.
И в свою очередь вот наш как раз продукт, наши выпускники и будут занимать одну из ведущих ролей при переходе к цифровой экономике. Я слышал, что есть планы по открытию новой образовательной программы по цифровой Да, экономике. конечно Можете про же. нее рассказать? Конечно, наше образовательное учреждение, финансово-экономический институт не остался в стороне в связи с принятой концепцией. И мы уже начали разработку учебных планов по подготовке бакалавров пока что в области цифровой экономики. Мы уже начали разрабатывать какие-то рабочие программы, писать методички, обеспечивать учебный план вот всем учебно-методическим обеспечением. А в чем именно будет отличаться новое поколение выпускников от предыдущих, которые... Наши выпускники будут не просто владеть финансово-экономической терминологией, не просто будут иметь опыт во время прохождения практик всевозможных финансово-экономических учреждениях нашей с вами республики, но они будут креативны, они будут технически обучены всем как раз вот технологиям, которые будут необходимы для работы в цифровой экономике. Есть ли аналоги в других вузах страны вот этой новой программе СФУ? Да, конечно же, прежде чем мы начали разрабатывать бакалаврскую данную программу, мы изучили опыт ведущих вузов. Например, Высшая школа экономики пока что не выпускает данных специалистов, но начала уже разработку подобного рода программ. Ну вот 25 лет, как мы уже сказали, исполняется институту. Может, какие-нибудь пожелания своим коллегам через нашу передачу? Ну, конечно же. Наш 2018 год является юбилейным. От лица членов профсоюзного бюро, от наших коллег хотелось бы поздравить всех преподавателей, профессорско-преподавательский состав, наших дорогих студентов, сотрудников, наше руководство в лице Кугаевского Александра Андреевича с этим прекрасным праздником, с нашим юбилеем, пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия на научном поприще, во благо нашего города, во благо Республики Саха-Якутия, во благо Российской Федерации. Спасибо вам, Татьяна Станиславовна, за ваши ответы. Это была передача «Акцент». До свидания.